Как вам относится в плену? Хорошо. Сейчас будем разбираться. Говори, кто ты, десантник? Да, я десантник. В какой бригаде был? 95-й. Говори, что хочешь сказать сегодня? Людям, молодежи, тем бандеровцам, сволочам, которые ваш народ убивали, унижают и разрушают. Говори. Бандеровцы, сволочи. Разрушают мою страну, издеваются над людьми. Над женщинами, над детьми. Страну практически разрушили. Убивают мирных, людей мирных и военных. Мы слышали, что они не отпускают людей. Это правда? Да. Что они прикрываются ими? Да, не отпускают также. Чего? Не слышно? Да, прикрываются. Держат людей и не выпускают. Что хочешь сказать народу? Народу хочу сказать, что сожалею о том, что оказался в такой ситуации. И осознаю это, раскаиваюсь. Кем являешься? Полицейский. В Мариуполе? Да. Все наше руководство страны, пидорасы, сволочи. И Азов в том числе, они издевались над людьми. Я ничего не мог сделать с этим, так как был на службе в полиции. Очень сожалею, прошу прощения своего народа. Я Александр, уроженец Мариуполя, попал в эту все, как объяснить, в это состояние из-за того, что мы сидели в школе и нас обстрелял Азов, побило школу, сгорели наши дома, остались без крова, без вещей абсолютно. Я не знаю, это фашизм какой-то, просто фашизм. Это, покажи, это что у тебя? Это что означает? Это страна Украина. Призываю всех, кто делает татуировки, кто не поддерживает Азов. И просто нацистам сложить оружие и попрятаться и все. Хочу сказать ребятам, которые украинцам, россиянам, что не поддержите. Я видел, это страшно. Дома взрывались, горело. Я Валерий, морпех. Живу в Мариуполе всю жизнь. Расскажи, что ты Я видел? был в Одином, стоял на позициях и воевал с теми людьми, которые меня сейчас приняли лучше, чем меня дома принимают. Люди разрушают, это не люди, они просто, это звери, они разрушают мой дом, мою семью, нашу Украину. А там сидят пидорасы и комики, блядь, наш президент. И Кличко туда же, который 2 слов не может связать. Мэр города великого. Так за кого мы воюем, а? И против кого? Против своих братьев? Не надо этого делать, это неправильно. Я приношу извинения перед всем украинским и российским народом, что я воевал с вами, с нами. Так нельзя делать. Я прошу прощения, я каюсь. Как относятся к вам наши бойцы, чеченцы, военнослужащие? Отнеслись хорошо, приняли. Лучше даже, чем меня сейчас дома принимают. Я встретил. Что хочешь сказать этой бандеровщине? Что они все пи***цы. И люди, не ведитесь на эту провокацию, не надо. Оно того не стоит. Это Сколько лет тебе? мне 24 года. Что хочешь сказать молодежи украинскому и народу? Что прошу прощения, еще раз каюсь. И это неправильно так делать. Ты Не морпех был, берите да? оружие, да, не берите. Какой отряд? 503-й окружной батальон. Как? 503-й батальон морской пехоты. Хорошо. Дальше говори. Я Сережа. Ну, вот как-то так пришлось, что развязалась война, а именно украинским правительством, а именно Зеленским, ну и так далее, его приспешниками, которые привели Украину просто, практически к краху. Уничтожение полное,
То есть, ну, просто те же Азов, Айдар, вот эти вот батальоны, которые, ну, уничтожают свое же население, ну, в буквальном Вы смысле. видели, как они издевались над людьми? Я Убивали видел то, их? что они просто не выпускают, никуда не выпускают. То есть, если выезжаешь, ты Я тебя мы слышали, что обязательно они убьют. расстреливали людей, как Именно, то Вы видели порастреливают. это? Да, я видел, как расстреляли машину. Вот. сволочи. Вот что я имею в виду. И вот то, что сейчас происходит, я надеюсь, что они все-таки просто возьмут себя или что-то другое вместо своего национализма и просто приведут Вот по хоть этим немного. порошкам мы видим, что вот этот белые порошки вот в сумке были. То, что поддерживает Да, это национализм, что-то. наверное. Это что? Я не в курсе, не знаю. Это они как-то Не знаю, не знаю. употребляют, да? Не имею вообще ни малейшего понятия. Понятие другое, то что Восточный, я жил на Восточном микрорайоне, он просто уничтожен. Там находиться невозможно. Я Что хочу... хочешь сказать молодежи? Молодежи хочу сказать, чтобы они никогда в жизни не пытались взять в руки оружие, чтобы просто был мир на земле. А именно, вот, чтобы Украина хоть немного просто стала на ноги. Украина просто уничтожена за последние буквально месяцы, месяц даже, меньше, просто в днях все просто уничтожено теми же людьми, которые ее пытались поднять на ноги. Ну, вроде бы как пытались, но ничего никто не получил. Вот. По сути, молодежи ни в коем случае, в принципе, не пытаться даже идти в Азов или еще куда-то. Просто нужно восстановить свою страну. Вот. И чтобы она стала на ноги, чтобы было все хорошо в стране. Ну, ко мне здесь относятся хорошо, более чем. Ахмат сила. Наблюдал, как украинские военные расстреливали дома, многоэтажки, частный сектор. То есть вы хотите сказать, что то, что они вот своих же обстреливали и Сами, убивали, да, обстреливали и выжигали многоэтажки. Подъезжала БМП и танк, и именно обстреливали, чтобы загорелись дома и квартиры. И это все выгорало. то есть и потом обвиняют российскую сторону. И обвиняют российскую ДНР, сторону, что и это наши они подразделения обстреливают, обстреливают, и оно горит и выгорает. Это, мол, они виноваты, это ДНР виноват, они плохие. Но это не так. Что Я хочешь сказать вообще народу? И всем хочу сказать, россиянам? чтобы не ходили служить. Если идут служить в армию, то только по призыву, но не против народа. Что этим И- бандеровцам скажешь? Бандера, чтобы убирались с нашей земли. Ахмат сила. Ахмат сила!